Одной из ярких достопримечательностей в Нерюнгринском районе является ледник. Это сезонное природное явление, пик которого приходится на июнь. Именно в этом месяце многие жители района, да и гости южной столицы отправляются сюда, в долину реки Мустах. Всем привет! Сегодня в выпуске я покажу и на себе испытаю разные способы трансфера на ледник. А в завершении попробую реализовать свою давнюю мечту – провести на этом месте дискотеку. Начнем с самого, на мой взгляд, спортивного средства передвижения – велосипед. Доброе воскресное утро! Всем привет! У нас велолет называется тур выходного дня. Нас пока 4, еще 2 там ждут. Ну, в общем, самые смелые, самые активные. Так это поэтому мы в объезд едем, а не напрямую штурмуем Черморовскую гору. Я понимаю, что это короче, но мы в городе поднимемся. Мы съездим максимум до моста. А по этой той 2 повороте. Я думал, это перчатки, там маникюр такой модный. Для велотура на ледник есть 2 основных маршрута. Первый, самый короткий, это по основной трассе Нерюнгри-Серебряный Бор. Этот маршрут усложняется тем, что 1/3 пути вас ждет подъем в гору с неприятным для велосипедистов градусом атаки. Мы выбрали второй маршрут, так называемый пообъездной. Путь в 3 раза длиннее и есть также затяжной подъем, но угол его более пологий. Анна Владимировна, что написано у вас? 1, 2, 3, 4, 5. 6-я женщина. Валер, ну так у меня камера, расскажи о себе. В который раз вы едете на ледник? Второй раз? Вам там нравится? Огонь. Андрей, как вы пересели? Скажи, да, на 2 колеса. Что вам это способствовало? Самый тяжелый путь у нас будет вон туда вот. Едем вот на единичке и на 6-ерочке. Пока. Сергей, как вы себя чувствуете? Начинаем жалеть, что не включается последняя звездочка. Не хватает ее. Так нормально. И мне бы, конечно, еще руль, как на чопере. И сидушку со спинкой. И машину с бензина. Расскажите ваши ощущения при поездке в горку. Великолепно. Интересно, сколько километров вы уже ползете вверх? Минут 40. Вот такая вот беда. Это видеокамера. Выехали на основную трассу к леднику. Ну так, это вот так. Только с дороги свернуть. Пересеченочка пошла. Блин, у меня ключей нет, я знаю, что шестигранники везде. А у нас... Вот.
Ну что, друзья, мы добрались до родника. Собственно говоря, отсюда и берется начало ледник. Оставили лесопеды. Дальше идем пешим. Тут осталось метров 700. Вон туда. Чистейшая вода. Летом приходите, ездите на велосипеде, пейте такую воду. Комариков покормить надо, да? Что они голодные. После зимы-то, да? Там люди уже находятся, и они кушают шашлык. Целое паломничество сюда. Сколько уже любителей пофотаться. С прошлого раза он заметно уже расширился, я имею в виду каньон. Видали, что творится, а? Какая толщина льда. И это еще не все. Дальше будет туда пробиваться. Вот эта птичка нас догоняет на лесопедах. Но у нас как должно, мы 2 часа ехали, друзья. Вот, так что мы 2 часа ехали на лесопедах. Ну, чуть пешком прошли рядышком. И мы здесь на леднике. Все поляны заняты. Вот у нас отряд спасателей. Сразу приветствую. Конечно, давно здесь. Ну как давно? Шашлыки готовы уже. Мясо лежит. Ну все, друзья, программа минимум выполнена. Наш велолет удался. Мы здесь. Очень даже. Теперь осталось дело за малым. Обратный путь. В 2-3 часа. Ну это мы поняли. Но говорят, здесь уже больше будет под горочку. И тепленько. Отчаянные ребята не хотят уходить просто отсюда. Да, кстати, очень круто, клево, на самом деле. Восторг. Не, ну тут прохладно, скажу, не слишком. Ну это... вообще-то лед так-то лежит под ногами. Уже все ближе, ближе. Громыхает. Гром. Гремит. Город уже по-любому заняло. Может быть, нам повезет. И мы все-таки проскочим по сухому. Наивным не будь, да? Ну, вообще, нормально. Настроение хорошее. Наш велолет удался, я думаю. Вот мы возвращаемся обратно. Ребята все молодцы, выдержали путь, но пока до одного места не до нашего. Кстати, ехать и снимать это очень тяжело, правда. Это прямой эфир того, как мы ездим. На самом деле, спускаться вниз лучше, чем ехать наверх. Вот смотрите, это путь вверх. Это мы только для камеры так на велике сели, там проехали, а потом пешком. А дальше у нас... рабы носят велосипед наверх. Да, вот видите, он молодец. Кстати, сколько у тебя час стоит? Всем привет, мы добрались просто до смотровой. Была также попытка добраться к этому чуду природы на мотоцикле.
Это, конечно, полегче, чем на велике, но требует от вас определенной сноровки и опыта вождения мототехники класса эндуро. You feel so good. You smell so good. You feel so warm. Just like I knew you would. Can't let you go. Can't let you go. I can't let you go. Can't let you go. You were late to school. I'm gonna have to see you after class. You've been a bad girl. Someone's gonna have to teach you a lesson. You've been a bad girl. Ooh. Someone's gonna have to straighten you around. You've been a bad girl. Someone's gonna have to teach you a lesson. Teach you, teach you, teach you, teach you. Teach you, teach you, teach you. Someone's gonna have to teach you, teach you, teach you. Someone's gonna have to teach you a lesson. Teach you, teach you, teach you. Teach you, teach you, teach you. Someone's gonna have to teach you, teach you, teach you. Someone's gonna have to teach you a lesson. Еще один способ заброски на ледник, и, как мне кажется, один из наиболее комфортных, это квадроцикл. Кстати, в этом сезоне в Нерюнгри появился прокат этой проходимой техники, и в частности тур на ледник. Так что, если не хочешь крутить педали или идти пешком, плати деньги и едь в удовольствие. И вот оно опускается вот так вот, встает и уезжает.
Ну и, конечно, самый популярный способ добраться до ледника – это автопешка. Тут все зависит от возможностей вашего автомобиля. Если это внедорожник, то можно проехать практически к ключу, от которого останется прогуляться всего метров 500. Ну а если обычная легковушка, то, как правило, пеший маршрут начинается от трассы, и протяженность его составит 3-4 километра с одним нюансом, что путь на ледник будет под гору, а вот обратный... Это ты всех разбудил. Ни Я. свет, ни заря. Это был я. Ну вот, вроде все основные способы трансфера испытали. И пришло время вновь отправиться на ледник, прихватив с собой звуковую аппаратуру, и попробовать реализовать давнюю идею сыграть сет на леднике. Друзья, на летнее солнцестояние у нас приходится очень много праздников. Только как бы отшумел Иссех, следом и Венкийский Новый год, и Кинепке. И сейчас вся страна будет отмечать выпускной в школах. И вот один такой из необычных выпускных мы и решили организовать для школьников с моим другом Александром. Кстати, это его идея была. Ну что, выпускной на леднике, на лесной поляне. Но пока будем готовиться, время 7 утра, и мы поехали, грузимся. Путь недалек, в принципе. Это наш Серебряноборский ледник, который я уже показывал, был в начале июня. Но сейчас попробуем там. К самому леднику, к сожалению, мы не подъедем. Вчера пробовали. Поэтому встанем где-нибудь около.
Перевалочная остановка. Догружаем. Машину наполняем. Сейчас к нам подключился наш шеф-повар Тимур Курдадзе. Отвечает за вкусняшки сегодняшнего пикника. Необычный выпускной ледниковый период. Мамонт Лайф. Так мы назовем это мероприятие. С ребятами мы уже делали выезд. Команда сплоченная. Александр отвечает за трансфер. Тимур, как я уже говорил, за кухню. Но у меня музыкальное оформление, наполнение и съемки. Сейчас мы будем эту поляночку в районе ледника обустраивать и облагораживать. Сейчас тут Тимур занимается сборкой столов. Мой звуковой комплектик JBL 3 киловатта. Не хухры-мухры. Сыграем в миксы сегодня. Выпускной, ты в красивом платьице. Я хотел тебе просто понравиться. Так, столы. Ну вот как-то так. Ладно, буду помогать. Но пока ребята занимаются сборкой столов, приступим к распаковочке. Первый кофр. Тут у меня промежуточный пульт, микрофоны, наушники. Такой кофрик. Основной пульт игровой. Пионер. Ну, буду сейчас собирать. Деску, кабель прокинул силовой. Сейчас здесь обустроим местечко, подготовимся. Деску запускаем и звучание. Кстати, интересный момент такой. Вообще место комариное. И мне интересно, у меня колонки-то 3 киловатта. То есть, в принципе, трехполосные специально брал, чтобы сабвуфер не возить с собой. То есть давление по низам есть хорошее. И вот как вот это будут воздушные вибрации низкочастотной музыки влиять на комаров. Я надеюсь, что все-таки будет момент отпугивания какой-то. Но проверим. Топится самовар на дровах. И на свежайшей водичке родниковой будет чаек с чудо-пирогами. 2 чайничка. Один таежный, один ресторан. Запустили деску, запустили музыку. Столы уже почти готовы, сейчас будет накрывать, полянка преображается. Ха-ха. Вот себе оборудовал такое место. Капитанский мостик Нечельский. Ждем гостей, будем двигать. Шел встречать выпускников. Сашка их должен на газоне привезти. Слышу, уже звук едут. Вот такой автобус на базе газона дизельного шасси 66-го, Шишиги легендарный. Вот, возить в такие труднодоступные, скажем, места. Ну, относительно. ДСС подъехал. Загружаться. У меня ноги короткие. Какой он резиновый. По прибытию выпускники сразу же отправились на ледник, пока Тимур накрывает на стол и готовит шашлык. Это природное творение образуется благодаря ключу, бьющему из-под земли.
С наступлением морозов льдом сковывает основное русло речки Мустах, чуть ниже Ключа, и вода, пробивая себе путь, разливается по долине, образуя наледи, которые за зиму разрастаются, образуя слой до 3 метров в высоту. Средняя длина ледника на начало сезона около километра, а ширина около 300 метров. Но с наступлением лета размеры его с каждым днем заметно уменьшаются. Так что тем, кто еще не был, но хочет сюда попасть, советую поторопиться. Интересный водопадик такой. Ну что, друзья, вот он наш легендарный наш ледник. Все-таки есть, как я не переживал, но есть в этом году каньоны. Один, но шикарнейший. Ледник, конечно, размером меньше, чем обычно, но тем не менее, друзья, наша Исландия, Южно-Якутская. Круто, ну круто, круто. Немножко набрал кадров нашего ледника, в частности каньон, как и хотел подснимать. Но пока наши выпускники на свежем воздухе играют снежки, пойду до лагеря, запущу квадрокоптер и еще раз коптером пролечу, снимем детей. Вот так, конечно, шикарный. Все-таки, несмотря на то, что было мало снега, все равно ледник есть, каньоны шикарнейшие есть. Просто сам ледник, конечно, не в таком большом объеме, как обычно, но хватает. Нормально. Сейчас как раз самый сезон, так что давайте. Не сидите дома, выходные, все сюда, на ледник. Крутое место селфи. Ну круто. Разломчик такой классный. Глыбы такие льда. Ух. Еще дождиком чуть подмыло, он такой светленький, беленький, как надо. Ну вот такая задача: вывести 70 человек на природу близ ледника, обеспечить им культурную программу, музыковое сопровождение и накормить 70 человек. Вот все кушают, все пока довольны. Единственное, что смущает, все-таки по прогнозам на сегодня была гроза. Даже прям все гроза в тучах было, ну, на телефоне. Вон идет она, тучка. Предвестник был уже ветер, но не знаю. Авось пронесет. Но мы, во всяком случае, готовы. Не знаю, как участники сего действия, но мы там подготовлены туристы. Ну что, друзья, собственно, дождались. Детей-то не пугай. Ну, град такой крупный по голове бьет. Вах, смотри, что творится. ПНР. Не страшно под дождем. Не страшно, дождь не пугает.
нормально. Вроде и ливень должен быстро пройти, но тем не менее не проходит. Уже минут 10 льет. Вода мутная. Все, решили детей эвакуировать. Пошли. Первая партия, нам 3 их нужно отправить. 4-й уже будем вывозиться сами, эвакуировать по аппаратуру. Но все-таки, друзья, погода вносит свои коррективы. Нужно все равно быть готовыми к такому исходу событий. Сергей Козюра испытано на себе.